Всем здравствуйте! Вы смотрите «Мы вам покажем». Меня зовут Катерина Винокурова, и сегодня мы находимся в таком интересном месте, в огромной мастерской, где рождаются самые классные, я бы сказала, проекты, которые знают не только якутяне, но и далеко за пределами Якутии. Мы сегодня в гостях в мастерской у известного косплеера Аял Федоров. Его зовут. Аял, здравствуй. Здравствуйте. Для начала, для нашего зрителя, который вас не знает по каким-то причинам, немножко расскажите о себе, откуда вы, как вы начинали, всегда ли были творческим человеком? Да, я всегда увлекался с хобби. Я с Вилюйска, там закончил школу и поступил в Мирный, потом армия, потом Якутск. И как себя помню, всегда увлекался этим, чем сейчас занимаюсь. Но там я не понимал, что такое это. Помните, когда мы одевали костюмы? Да. На новогодние праздники. Это называется косплей, оказывается. И этим я всегда занимался. Да. Когда пришел с армии, я начал увлекаться этим полностью. Да, полностью время свое уделял. Первую свою работу такую помните? Такая первая большая работа, это была в школе. Я сделал себе машину. Машину, потому что, я у папы всегда одалживал машину, да? И в один момент он запретил это, чтобы я больше не ездил по Вилюйску, поэтому я себе сделал машину. Это большая моя первая работа была. А из чего она была, машина? Машина была просто с двигателем внутреннего сгорания. Полностью в стиле 20-х, 30-х годов. В смысле, она не настоящая была? Или Нет, настоящая? Она настоящая, я То в нем есть вы ездил. ее собрали? Да. Так, потом что случилось с этой машиной? Нет, я ездил по ней, докатался. Это было такое, ребячество более-менее. В плане косплея именно, свои первые, одни из первых работ, да. какие были? Это и есть, называется косплей. Я просто скопировал машину, которую давно уже сделали. Да. Я вообще любил делать то, что вижу. Да. Можно ли сделать это как точно таким же? И всегда такие мысли были. А сейчас я начал узнавать разные материалы, как ими пользоваться, и все стало более-менее легче. А самая такая первая серьезная работа, так скажем? Именно в плане косплея это, наверное, Железный человек. Да, Железный человек. Я ростом 1,70 м, поэтому попробовал на себя сначала и понял что если костюм ростом 1,90 м, нельзя на себя делать такой костюм. Поэтому я делал ребятам, которые выше 1,80 м, 1,90 м, чтобы идентично было. Первый костюм это был Geekfest, 2016 год. Мы сделали Марк 47 вроде бы, да. И участвовали. Все это мне очень сильно понравилось. Даже Geekfest очень сильно подтолкнуло. Первый костюм, который такой серьезный, да, Железный человек. А за пределы Якутии вам удавалось как-то о себе заявить? Да. Ага, расскажите. Когда началась пандемия, да, мы начали делать один проект, это Райзер Крест, корабль Мандалорца. И мы знали что корабль никто в мире еще не создал. Именно делал. Косплей, да. Это был крупный косплей. Мы начали делать это в ноябре, в начале декабря. И в марте закончили. Это был такой огромный ангар, где мы сняли. Это было зимой. В то время еще было очень холодно. И когда мы делали этот корабль, то нам очень многие выходили с СМИ, из Запада, из США, из Японии, из Китая, и брали интервью. Было круто. За пределами это был Райзер Крест, потом X-Wing. И
было круто. Мгм. Ну вот сегодня, на данный момент, над чем у вас ведется работа? Вы сказали, что у вас целая команда, Да. да? Мгм. Ну, мы сейчас пытаемся направить во все русла, ну, полностью использовать наш талант, да? Свои Получается, силы. да. Ага. Получается, мы костюм арендуем, мгм, делаем новые проекты для разных организаций и для себя тоже. Вот последний это кукла. Мгм. Это было совместно с Сюрдель парком. Сейчас он там стоит, радует всех. Всех. Мгм. Ну, И действительно, всех, да. да. Ага. Потом мы еще делаем детские представления. Мгм. Вот недавно приехали с гастролей, по деревням ездили. И вот, скажу, ладно, это реклама, да. Мгм. 16 апреля будет «Церглясские огни». Там будет световое шоу, детская такое сказка от Дэдпула. И вот все эти костюмы мы сами сделали. И сейчас будем показывать представление. Да. Поэтому мы хотим направление свое сделать разносторонними. Мгм. Это будет первое такое мероприятие. Да, это будет первое, ваше? большое мероприятие. Но до этого зимой у нас была выставка. И выставка прошла хорошо, но если даже ситуация такая была, пандемия, вот это чуть-чуть помешало, но в целом все нормально. Мгм. А чуть-чуть поподробнее вот о световом шоу, о сказке, что там вот конкретно? Нет, да, световое шоу я сделал вообще давно. Мгм. Да, это было 2017 год. Я тогда увлекался этим, и потом все это как-то положил и оставил, в коробке лежало. Потом, когда мы поехали по деревням, я подумал, сказка сказкой, но нужно еще что-то добавить, чтобы дети там получили полный восторг. И мы придумали, световое шоу. Да, сейчас вот там Хан Олег, он отрабатывает этот костюм полностью. Когда мы поехали по деревням, он был чуть-чуть более простой. Да, сейчас более отработанный, какой-нибудь в якутском стиле. Мгм. Это что за костюм? Это нет названия, просто сами придумали. Да. В якутском стиле. Да, в якутском стиле. Конечно, хочется спросить про последнее, да, вот такой масштабный ваш проект, про куклу. Мгм. Расскажите, вот все ли удалось, все ли задумки, да, ваши исполнены в ней, в этой работе? Да, Как конечно. долго работали над этим проектом? Да, где-то месяц работали. И мы это делали всей командой. Получается, некоторые ребята у нас работают отдельно, и вот все делали по частям, типа ноги, там руки. Каждый отвечал как бы за свою, да, разные, да. Я отвечал вообще в целом, и когда например, какие-то тонкие работы, то мы все делили. У нас есть программист Арсен, он отвечал за программу. Там есть процессор, мозг. Это кукла, когда голова поворачивается, музыка останавливается, потом опять вот так, как в сериале. Мы это сделали, и это называется аниматроника. Как потом, после сборки, мы начали собирать, но у нас не вмещается. Тут у нас 3,5 метра высота, а кукла 4 метра. Так. Да, плюс еще платформа. Поэтому нам приходилось вытаскивать на улицу и там собирать полностью. Тест-драйв делали тоже на улице, некоторые части тоже внутри гаража. Да. Мы, поняли, что нам нужно еще больше помещение, чтобы делать большие объекты. А так, кукла всем понравилась. Самое главное, нам понравилось, да, вот нашей команде. Вы довольны работой? Конечно. Мы чуть-чуть сделали в якутском стиле. Вот у нас есть в команде очень талантливый человек, Никандр зовут. Да, и вот лицо отрабатывали более якутской версии. То есть она не совсем корейская, да, кукла, а больше якутская, да? Да, это заметно, когда вы смотрите, чуть-чуть
заметно то, что она, ну, мне тоже пишет. Мгм. Я, кстати, не заметила. Ну, Мгм. я там сама не была, видела только на Мгм. фото. Ага. Ну, кукла у нас говорит, а вот спустя вот с каким интервалом она говорит? Вот 5 минут. на что-то реагирует или Нет, просто, нет. да? Мы просто Ага. поставили на Таймер. 5 минут, да, таймер Мгм. поставили. И каждые вот 5 минут она говорит. А так голова пока не поворачивается, мы там отключили, потому что ну, мы включим, когда выйдет сериал, новый сезон. Ага, ага. Но в планах, да? В планах есть. Но она работает полностью. Мгм. Помимо поворота головы, что-то еще будет делать кукла? Ну да, там просто поворачивается голова. Ну, в сериале. Ну, мы сделали по канону. Убивать никого не будет. Нет. Но она и в сериале никого не убивала. Мгм. Она это ее задача была как следить. Она Ага. камера была. Да. Ага, ага. То есть убивали Да. те, кто управляет этой куклой, Нет, да? ну, убивали там люди, которые там это все организовали. А так кукла, она по себе просто камера, которая поворачивается, да. Всё. Понятно, Мгм. хорошо, Аял. Давайте немножечко познакомимся с вашими работами. Мгм. Вот у нас прямо стоит. Ага, ой, Мгм. Ну, так, там ага. Кто она это у не нас? подключена. Мгм. Это R2D2, Ага. Star Wars, Звездные войны. Она полностью функциональна, работает через пульт управления. Голова Ага. поворачивается, ну и общается. Это М, полностью аниматронный костюм. Не костюм, а вот реквизит, да. ага, разговаривает, да? Мгм. Можем пройти сюда. Здесь у нас целый вот в ряд прямо выставились, да, Мгм. ваши работы. Вот одни из самых вам дорогих, может быть, или каждая вам вот ценна. А, Да, вот Что можете рассказать? такой вопрос. Ага. Мгм. У нас мы, короче, расстаемся с костюмами очень хорошо, потому что, например, очень многие работы мы отправили, да, или Мгм. где-то стоит, и знаем то, что они радуют. Нету такого, чтобы там какой-то костюм более нравился другого. Да. Мгм. А эти костюмы мы как там использовали для выставки, и Мгм. сейчас они будут использованы вот на представление детское. Ага. Да. Они просто стоят, да, или вот какие-то можно надевать? Они все ну, можно одевать. Они все одеваются, да? Это на манекенах. Это они просто на манекенах. Да. Ага, понятно. Человека-паука очень много у нас, да, я вижу? Да, ну вот паука мы Мгм. заказывали, как там, в Ага. Москве есть люди, которые занимаются принтом. Это специальный принт, который печатает на ткань. Мгм. Да, у нас такого в Якутии нет. Мгм. Мгм. Так, вы нас хотели познакомить со своей командой, со своими ребятами. Ага. Ага, можем пройти. Окей. Да, вот, Часть вашей команды здесь, да, сидит за работой. Познакомите нас с да, ребятами. конечно. Мгм. Это Ваня и Олег. И они сами, наверное, расскажут, чем они занимаются. Ага. Так, Иван, пожалуйста, расскажите. Вы сейчас вот прям зачем-то уже сидите, конкретно работаете? Мгм. Сейчас я выполняю монтаж для будущего нашего шоу, так сказать. 16 апреля будем выступать. И вот, ну, моя часть это медиасфера. Делаю видео и афиши. Вот с этим работаю сейчас. А давно вы вот в команде? Уже как год, может даже больше. Нравится вам здесь? Да, конечно. Да, конечно, нравится. А Баяли слышали до того, как пришли? А Баяли до того, как пришел. Ну, мы до этого работали немножко, чуть-чуть, во времена того, когда вот Марвел костюм снимали. Там немножко тоже работал, начинающим видеографом был. Ну, вот с этого момента вот и знаю. До этого не знал. Спасибо. Олег, вы тоже в процессе какой-то работы, да? Да, так, ну я занимаюсь сейчас на данный момент световыми костюмами, но вообще в целом основными сценариями, идеями, рекламными там роликами. Вот, ну, больше такой креативный творческий процесс. Вот, а то, что вот неоном, ну, это просто моя страсть, и вот как раз она здесь проявляется, и очень рад этому. А что это вот вы можете рассказать? Так, это модуль светодиодного костюма, это конкретно надевается на пояс. Вот, это будет примерно вот так. Вот сейчас я делаю так, чтобы это было все плотно и при танцах, чтобы ничего не сваливалось, и все держалось очень хорошо. Вот, ну, тут
вся загвоздка в проводке и просто в креплении. Ну, вот узор это все делается из неона. А когда полностью свет потухнет, будет гореть только неон. Костюма не будет видно. Вот, поэтому это выглядит очень эффектно и классно. Особенно если с танцами под музыку, это будет еще круче. А вас вообще вот, ну, вы работаете в сфере косплеинга, да? Чем вот так чем увлекло вот это вот направление, эта тема вообще? И давно ли? Ну, в любом случае это творчество. В любом случае все мы любим наших героев, все мы смотрим эти фильмы, сериалы. Вот, и к Аялу я попал достаточно случайно. Просто сказали то, что я похож на какого-то актера, с кем он хочет там снять пародию. И вот я к нему пошел на съемку. Это была съемка первая, потом вторая. И я не так давно уволился с основного места работы, где я работал. И Аял мне предложил место у себя. Ну, я, конечно же, согласился. Вот. Сложилось. Да, получается, я пришел, и сразу же первым делом мы сделали для детей мероприятие. Вот, и сейчас мы дорабатываем световое шоу. Сейчас у нас будет детское мероприятие плюс световое шоу. Все это будет у нас уже выступление в Сергеляских огнях 16 числа. Вот, там мы уже будем раскрываться в полную меру. Спасибо большое, ребят. Аял, вы сказали, что сегодня идет у вас, ну вот над вашей командой вы ищете название какое-то, да? Да. Вот про это расскажите. Да, мы название еще не придумали. Да, придумайте нам название. У нас есть мысли create, да, творите. И, в общем, все акцентируется на меня. Но у нас очень много, и все талантливы по-своему. Поэтому нам нужно имя, которое будет показывать вот всех нас. Олицетворяло бы вас всех, да? Да. Наверное. Мгм. Да? Ну, я как лицо команды. Ага. А вот Just Аял как родилось у вас? Это никнейм? Да. Стиль, да? Нет, еще ближе есть, это горный. Да. Подземная разработка месторождения полезных ископаемых, ну, ЦИФУ. Ну, это более ближе, мне кажется. Ага. Шучу. Нет. Ну, нету вообще такого. Это чисто хобби. Да. Ну, это вот творчество получается у вас от природы, наверное. Да, наверное. Ага. Ну, мои предки занимались, они были УС, это по-якутски. Дедушка, там, братья, они все плотники, поэтому я думаю, то, что с этого мне что-то и Что-то передалось. передалось. Да? Да. Ну, еще вот этот дедушка, это Черяев, наверное, знаете, это улица Черяева. Да, первый секретарь ЦК КПСС. Ну, вот человек тоже очень ничего сам по себе. себе талантливый. И, наверное, что-то я от него. Бабушка, дедушка, вот они все такие очень сильными характерными людьми были. Да. Но сегодня это вот вся ваша, вот это вот только ваше хобби на сегодня остается, или вот основная какая-то работа есть, и Нет, только нет, свободное время? Это вот ваше дело. Да, это основная моя работа.
Да, если я работал бы где-то еще тут, я, наверное, не успевал бы ничего. Сколько времени проводите здесь на работе? Можете ночевать здесь, наверное? Ну, конечно, да. И мы периодически тут всю ночь работаем, ночуем. Ну, конечно, и нужно и отдыхать. А так у нас такая вот профессия, то, что мы постоянно тут находимся, работаем. То есть дышите этим, живете этим, да? Рожаете, в конце концов, да? Ну, в кавычках, Да. конечно. Ну вот среди ваших многочисленных работ, работы из Marvel, удавалось ли вам с кем-то из известных голливудских звезд, сыгравших, да, кого-то Да, встретиться? да, нет, встретиться нет, ни с кем. Мы в Якутии же. А так далеко находится. Может быть, ездили куда-то? Да, нет, нам писали из «Звездных войн» актера. Да, в Инстаграме было. Пожелали удачи. Да? Да, ну, таков путь, там есть слово такое, таков путь. И пожелали таков путь. Ну, это круто. Ага. Но вы не обидитесь, если я спрошу вот про корабль, да, который Нет. вот, к сожалению, же упал, да? Ага. Ага, вот про это. Ну, обидно было, наверное. Ну, Там, по-моему, из-за ветра, да, что-то там был случилось? не ветер, а как это мини-смерч. Там, да, холорук. Не сильно обиделся, потому что о нем корабле узнал весь мир. И плюс в Якутии тоже она где-то месяц стояла. Потом это все, что вот этот металл, дерево, это все можно заново сделать. Так что ничего страшного. Мы начали работать над вторым проектом X-Wing. Ага. Так сильно не расстроились. А сами вот я спросила, да, про вот, костюмы. Вот самая такая работа, которой вы гордитесь, нету такой? Или самая, может, масштабная работа Ну, на Райзер вашем Крест. опыте? Мне кажется, Райзер Крест, потому что в то время, когда мы этим занимались, то мы тратили свои деньги. Вот насчет вот финансовой части, она самая такая, на втором месте, мне кажется, стоит идея, потом финансы. Потому что без финансов невозможно купить еду, там, материал, оплатить аренду. Поэтому вот эта сложная часть, это была, наверное, финансы. Мы там оставляли один телефон, да, и типа все сдавали в ломбард, ну, чтобы купить материал, да. Ну, такие вот моменты были. Поэтому любимым делом, когда занимаетесь, нужно чем-то жертвовать. Да, согласна. Впереди какие у вас планы, цели сегодня стоят? Да, у нас очень огромные планы, но у нас есть кредо. Да, лучше делай, потом рассказывай. Поэтому мы пока в планах не рассказываем. Только делаем. Потом уже все увидят и обрадуются. Что бы вы хотели пожелать ребятам, да, молодым людям, девчонкам, которые, вот, может быть, тоже хотят проявить себя, да, в чем-то похожем, вообще в творчестве, но не осмеливаются? Вот, чего бы вы пожелали себе, там, не знаю, лет 10 назад, и вот, получается, заодно им? Да, вот сказал то, что нужно делать, потом говорить. Это первое. И второе, это делать каждый день 1%. Да. Например, делать 1%, это вообще вот, например,